первое заседание 2002 год. В принципе, они имели вопрос о Хеджу. Вопрос об итогах деятельности антитеррористической комиссии муниципального района Хулзарский район за 2021 год и приоритетных задачах на 2022 год. Второй вопрос о ходе выполнения мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма Российской Федерации на 19-23 годы. И третий вопрос регистрации и учет правоустанавливающих документов мечети на территории района и паспортизации культурных объектов, то есть религиозных учреждений. В принципе, если какие-то дополнения, изменения, если что-то будет, после выступления буду готов какие-то изменения проводить. Или начну, наверное, сразу. Так, деятельность антитеррористической комиссии МР в 2021 году осуществлялась в контролируемой обстановке. Анализ ситуации показывает, что основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку области противодействия терроризму в районе, влияющим на обстановку области противодействия терроризму в МР Хулзарский район, остается возвращение участников международных бандформирований на территории района. Внутренних угрозообразующих факторов в настоящее время остается то, что в некоторых селах имеются лица, сочувствующие ваххабистскому течению, также интернет-ресурсы. По данным ОМВД России по Хулзарскому району, за отчетный период совершенных преступлений террористической направленности по статье 208 не имеются. Также за аналогичный период совершенных преступлений в этом направлении не было. Актуальным остается вопрос по выявлению спящих ячеек, также вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путем распространения идеологии терроризма с использованием возможностей сети интернет. Оперативная обстановка на территории Хулзарского района по линии противодействия терроризму остается стабильной и контролируемой. В отчетный период работы в АТК в МР организована на плановой основе в соответствии с решением НАК и АТК Республики Дагестан, а также с учетом складывающей обстановки. В рамках решения задач по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по Хулзарскому району, органам исполнительной власти МР и органам муниципальных образований сельских поселений профилактики терроризма проведено 4 заседания. На этих заседаниях вопросами рассмотрено всего 18 вопросов. Заслушаны 3 члена АТК МР и 3 глав сельских поселений. Отмечается достаточно высокий уровень организации взаимодействия субъектов профилактики терроризма по реализации поставленных задач. С целью совершенствования нормативно-правовой базы в области противодействия терроризму АТК МР обеспечено принятие 9 правовых актов, в том числе касающихся внесения изменений в законодательство об административном правонарушении части установления ответственных за неисполнение решения АТК МР. В области обеспечения антитеррористической защищенности объектов приоритетное внимание в работу уделяется выработке и координации исполнения органов исполнительной власти. В рамках исполнения решения АТК Республики и АТК МР завершена паспортизация 86 образовательных учреждений. Паспортизация объектов культуры находится на стадии завершения, но паспорта безопасности объектов культуры на сегодняшний день не представлены. Работа по паспортизации религиозных учреждений в районе также поставлена на неважном уровне. Но здесь надо отметить, здесь у нас аппарат, можно сказать, полгода их была реорганизация этих учреждений, эта работа должна начинать продолжать и завершить паспортизацию этих объектов. Паспортизации духовных объектов мы совместно правовым отделом, начальником отдела Валиевичем здесь надо будет консультироваться, Жамиль Магомедович, представители духовенства, и чтобы подключить глав сельских поселений, чтобы вот эта работа у нас двинулась с мертвой точки. Во всех образовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, установлены переносные тревожные кнопки, имеются металлодетекторы. За отчетный период 100% образовательных учреждений обследованы на предмет антитеррористической защищенности. Членами межведомственной комиссии по обследованию объектов потенциальной террористической подстрекательности по каждому составлены акты и направлены эти учреждения для принятия мер для устранения замечаний. За недостаточное исполнение федеральных законодательств в сфере противодействия экстремизму и терроризму объявлено замечание 42 руководителям образовательных учреждений. В области противодействия идеологии терроризма основное внимание АТК в МР уделялось координации деятельности органов власти МР.
по реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Ну, далее комплексный план. В 2021 году на мероприятии данной программы МР было запланировано 150 тысяч рублей и освоено 150 тысяч рублей. В этом году для реализации этой программы запланировано 2 миллиона 800 тысяч рублей. В том числе 2 миллиона 900 тысяч рублей запланировано на обеспечение охраны образовательных учреждений. За отчетный период в печати в сети интернет и на телевидении размещено 64 материала. В районной газете «Сельский труженик» рубрика «Безопасность» ежеквартально напечатаны материалы по противодействию терроризму и экстремизму. На местном телевидении ТВ Хунзах постоянно показывают документальные фильмы и другие телепередачи антитеррористические и антиэкстремистские направленности. Организованы публичные выступления руководства района, известных спортсменов, общественных деятелей, представителей духовенства, других авторитетных людей, лидеров среди молодежи с призывом отказаться от антисоциального поведения. Также за отчетный период по ТВ Хунзах показано 49 материалов. Работа Хунзах ТВ этого направления поставлена на лучшем уровне среди районов горного территориального округа. На официальном сайте МР Хунзахский район в рубрике «Безопасность» размещены публикации. На сайтах образовательных организаций размещены информации для родителей и обучающихся по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. В 2021 году совместно с ННТ канал создан видеосюжет антитеррористической направленности с участием ранее осужденных за совершение преступлений террористической направленности с привлечением 2 граждан из данной категории. Совершенствование уровня профессиональной подготовки лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму, способствовало организованию аппаратов АТК Республики Дагестан обучению и на базе ГБУ Дагестанский кадровый центр. Всего в 2021 году разные формы обучения, семинары, учения, сборы, повышения квалификации, стажировки были охвачены 4 специалиста администрации. В целом, деятельность субъектов профилактики терроризма МР соответствует складывающей обстановке. Наиболее качественная деятельность по профилактике терроризма в 2021 году организована отделом образования, отделом молодежи и спорта, отделом пропаганды при Муфтияте Республики Дагестан в Хунзахском районе. Также здесь надо отметить работу, которую проводит отдел культуры. Говорят, нам надо быть в 2022 году и 2023 год у нас более насыщенные годы, поэтому вот это все мы должны и проводить мероприятия и в Хазуево, и Расул Хамзатов все приурочит, проводим наши мероприятия. Обзор деятельности АТК в Республике Дагестан среди 8 районов республики положительно отмечена деятельность АТК в МР Хунзахский район. Действительно, приятно бывает, когда отмечают работу. На той неделе было заседание АТК Республики, и среди 8 районов нас тоже отметили как положительные эти работы, эти деятельности. С учетом изложенного в целях совершенствования антитеррористической деятельности на территории района рекомендуется в 2022 году принять меры, направленные на первое, повышение эффективного использования результатов мониторинга для своевременного принятия действий мер по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз. Обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под его влияние в рамках реализации комплексного плана. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования и других жизненно важных объектов. Это Хунзахский РЭС и Хунзахский ЦРБ. Регистрация и учет правоустановленных документов мечети на территории района и паспортизации культурных объектов религиозных учреждений. Ну, здесь это вопрос у нас не только у нас и во всем республике. Ахматку и не вообще алцы. У нас вот вопрос правоустановленных документов мечети на территории района. Вот это вопрос и не только у нас, и по всей республике хватает, потому что нет правоустановленных документов на землю и на эти объекты. Я не вижу этом проблемы вообще правоустанавливающих документов. Там надо начать, с главного начать, один человек, чтобы на себя взял. И как ранее учтено, обычно мечети все на старых зданиях, старые здания там обновили.
Поэтому, как ранее учтенные, их можно делать, и особой проблемы там не вижу я. Предложения были там, что чтобы на одно физическое лицо оформили это. Вот надо определиться нам всем, на кого будем оформлять мечеть. Вот, например, если взять Хунзахе, центральную мечеть, на одного гражданского оформить его нельзя же. Вот как Минюсте зарегистрированы на это устав, там надо форму определить, и вообще республика, что от этого хочет, надо определить вообще в первую очередь. Как хотим мы это оформить, зачем их оформлять, и вот это для чего оформляется. Если определиться, вот семинар сделать, это проблемы, это зеленку делать на мечеть, у нас вообще никаких нет. У имама тоже нет. На все мечети должны быть паспорта антитеррористической защищенности. У нас во всех учреждениях, организациях мы это почти практически завели. Сейчас надо будет на мечети тоже. Дело в том, что без вот этой зеленки оно не заводится. Вот у нас же есть Росгвардия. Они говорят, должен быть хозяин объекта, и в последующем, как зеленка должна быть, и в последующем, и паспорт. Паспорт мы в течение недели-две мы можем завести паспорт безопасности, мы с этой стороны помощи окажем, проблем нет. Да? Вопрос только подготовить документы, правоустанавливающие на этой мечети. По первому вопросу. Принять к сведению доклад. Второе. Признать работу антитеррористической комиссии МР Хунзахский район в 2001 году удовлетворительной. Учитывая складывающую обстановку района в сфере профилактики терроризма, приоритетными задачами АТК в МР в 2000 году считать. Далее. Организация взаимодействия органов исполнительной власти с учетом компетенции участвующих в деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий ее проявления. В течение первого и второго полугодия проводить мониторинг политических и социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, для своевременного принятия действенных мер по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз. Обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объекты образования, спорта, культуры, культурных учреждений, в том числе задействованных в проведении в 2022 году важных общественных, политических и культурных и спортивных мероприятий. Конечно, у нас будет эти 2 года очень много мероприятий, если пандемия позволит, поэтому надо на этот абзац тоже уделить внимание. МВД, когда приезжают наши руководители, представители, непосредственно месяц один раз минимум, они каждый район успевают посещать, они ездят выборочно по школам. Каждую школу они не могут охватить, но выборочно ездят, полностью начинают проверять. В том числе и беспрепятственно они зашли в школу, или кто-то их остановил, вопросы задали, кто вы такие. Это все они сейчас проверяют, в последующем докладывают нашему министру, потом министр уже об этом говорит, и президенту тоже. Очень много районов с этим сталкиваются, очень много плачевных решений было принято в отношении и директоров, и управления образований районных. Поэтому вы для себя имейте в виду, в каком порядке каждая школа, каждый садик, это все вы будете обеспечивать, там пропускной режим, кто будет именно отвечать за эти тревожные кнопки непосредственно. Вы для себя определите, в приказном порядке возложите это все на человека определенного, чтобы он непосредственно отвечал за это. И это не просто так же, это все началось из-за того, что в стране очень много случаев, когда вот так зашли беспрепятственно в школу, и что там они сделали, это мы уже все знаем. Поэтому на это очень большое внимание обращает, начиная с президента, и наш министр ежедневно этот вопрос обсуждает. Нету ни одного случая, чтобы приехали наше руководство, обычно приезжают начальники управлений, начальники, заместители министров, и они непосредственно сами посещают эту школу, чтобы сами могли проанализировать это состояние и оценку давать непосредственно и главам.
Там министр прямо может и указания давать, чтобы непосредственно посмотрели, кто это профинансировал, это все закупили, почему не делают. Это все идет от правительства, чтобы мы для себя понимали. Поэтому посмотрите, обращайте на это внимание. Я вот вам говорю, чтобы вы в курсе были, как это все осуществляется, проверка, помимо нас это все. А мы для чего это все делаем? Звоним, постоянно проверяем, чтобы мы не попали в неудобное положение. Чтобы не оказалось, что дети, которые именно в этой школе были подвергнуты какому-то риску, нападению или еще другим происшествиям. Поэтому, вот как Анна говорит, надо или сделать, чтобы непосредственно ваши по графику или как-то совместно нам обговорить этот момент, по графику выходили на связь, или чтобы мы туда приезжали, чтобы оттуда выходили на связь. Но мы сами тоже будем периодически вот это проверять и наше реагирование, и проверять и организацию с вашей стороны, работу в этом направлении. Возьмите на контроль, потому что чем это может обернуться, мы сами прекрасно знаем. Охранных служб, Чоповских, это охранных служб, и Росгвардия сейчас с ними заключат контракты, и вам никто не даст. Это все я понимаю. Но на нашем уровне, с учетом имеющегося персонала, надо как-то выйти из положения, чтобы определить ответственное лицо и требовать с этих лиц эту работу. У вас там, я как знаю, бывает дежурный учитель. Именно чтобы дежурный учитель отвечал за этот период, а уже в ночное время охранник, чтобы уже на себя брал эту ответственность. И такого не должно быть, что дежурного учителя нету и что охранника нету. Таких фактов мы не должны допускать. Это возьмите на контроль сами, в первую очередь. Это для нас, для всех нужно это все. Поэтому, чтобы мы могли как-то документально все это оформить, и паспорта безопасности, и те же самые тревожные кнопки, чтобы мы могли при сигнале малейшем прибыть туда. С нас требует, самое главное, поступил сигнал, чтобы мы максимально короткий срок, чтобы прибыли на место. От этого зависит остальная судьба многих детей и граждан. Поэтому надо за это взяться всем здесь, которые сидят. И, как вы говорите, надо определить ответственное лицо, здесь администрации района, ответственное лицо, которое будет отвечать именно за это направление. И они тоже должны выделить ответственное лицо, которое с вашей стороны будет непосредственно это и заниматься сбором документов, и заниматься оформлением этих объектов. А какие трудности возникают при оформлении религиозных учреждений? В частности, вот Мактаба, который по факту является медресе, и который должен быть оформлен как медресе. Зеленка. Зеленка. Да. Так, а без там, зеленки, без Росгвардии не завод паспорта безопасности. Ты понял. А как религиозные учреждения они оформлены? Да, в Минюсе они все зарегистрированы. Еще 2 года назад этот процесс начинался, насколько я знаю, и уже больше 2 лет он тянется с оформлением лицензии. Ну, вот я поэтому и спрашиваю, в чем проблема? Может, где-то помощь, какую-то консультацию? У нас все документации собраны и поданы в Минюс. Они лицензию отдадут, они лицензию. У нас все будет. А так, все, что... Ну, уже это не от нас зависит первый. Уже год назад представили. Но именно с религиозными организациями чуть-чуть сложнее с этим, с лицензией. А так у нас все, что от нас зависит, мы сделали. А насчет этой кнопки, вот пожарная кнопка, кнопка безопасности, это все там есть. Насчет безопасности тоже. Там да, человек, да, никого не пускают туда. Без... Тревожный кнопка есть? Есть. У кого какие вопросы есть? Дополнение? У меня есть насчет тревожных книг пару вопросов нет, просто когда в прошлом году это все проверяли, вот Халиса на самом деле свидетельница, просто как я за это тревожный книг отвечаю, если у меня была возможность протокол составить на каждого этого заведующего садика и директора школы, я составил протокол по максимальной сумме. Вообще очень холодное отношение к этим директорам и заведующим садикам, этим тревожным кнопкам. Я скажу, что надо делать. Замечание нужно делать адресное. Вот в этой школе этот руководитель. Там, когда говорим целыми словами, там все школы, все садики, это не объективно.